Мы находимся на контрольно-пропускном пункте Актелек. Как видите, на объездной дороге скопилось около 200 машин. Вот здесь еще около 100 машин. Всего, по данным Государственной пограничной службы, здесь четвертый день стоит около 300 машин. Казахская сторона пропускает только по одной машине в час. По информации Государственной пограничной службы Кыргызской республики, на контрольно-пропускном пункте Чоң-Капка в Таласской области скопилось также около 300 машин. В каждой фуре в среднем около 20 тонн товаров, в основном это овощи и фрукты. У кого-то, ладно, мы еще там запас какой-то был. А люди стоят и без еды, и без воды, и без денег остались. Кто-то без солярки остался. У кого-то фрукты все уже испортилось. И все, тут беда. Железки не портятся. Беда. Для народа это беда. А никаких действий нету. Вот и все. Страшно это, страшно. МЧС организовала палатки и горячее питание для водителей, ожидающих своей очереди. Для этого возле границы было установлено 6 палаток. Кроме того, на месте дежурит бригада скорой помощи. На КПП Акжол-Автодорожной ситуация также не изменилась. Около 600 человек на момент нашего приезда стояли в очереди. Они не могли пройти в Казахстан и ждали несколько часов. Уже второй час пошел, уже 2 часа почти стою я вот. Еще даже вот. А я инвалид. Инвалид, пенсионер. Вот смотрите, грязь какая. Вот смотрите, вот здесь что-то разлили. Я вот эти сумки держу на весу. Набравший больше всех голосов на президентских выборах Сооронбай Жээнбеков отметил, что проблемы на кыргызско-казахской границе – временное явление. Каждое государство должно уважительно относиться к другу, в любом случае. Тогда многие вопросы будут решены. Мы делали такое отношение и будем делать. Это временный вопрос. Даст Бог, и он решится. Пока официальные власти не комментируют сложившуюся ситуацию, но председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Твиттере прокомментировал президентские выборы в Кыргызстане. Он написал, что президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик Сооронбай Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Ситуация на кыргызско-казахской границе осложнилась с 10 октября. Ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал за вмешательство во внутреннюю политику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С этого времени на казахстанской и кыргызстанской границе начались проблемы. Позже, 15 октября, Алмазбек Атамбаев снова подверг критике казахстанские власти и напомнил о своем праве как главы государства созвать внеочередное заседание президентов стран ЕАЭС, если ситуация на границе не разрешится. Причиной противостояния лидеров Кыргызстана и Казахстана стала встреча Назарбаева с кандидатом в президенты Омирбеком Бабановым и заявление о его поддержке. Власти Кыргызстана назвали это вмешательством во внутренние дела и направили ноту протеста. Казахстанские власти заявляют, что они не вмешиваются во внутренние дела Кыргызстана, а ограничения на границе связаны с ремонтными работами.